Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Как многие уже знают, я родом из далекого Момского района, который расположен на севере Якутии. В данное время живу в городе Якутске, но очень скучаю по родному краю. Я уже рассказывала о моей малой родине в нескольких сюжетах. Сегодня хочу продолжить знакомить с родным Улусом и рассказать об оленеводах Момского района. Но вначале хочу выразить слова благодарности моим подписчикам, помогавшим мне за предоставленные фото и видеоматериалы, Слепцову Егору Ивановичу и автору многих фото и видеоматериалов Слепцовой Инне Степановне. Она работает ветеринаром в крестьянско-родовой общине малых народностей Севера Эрикит, бригадиром которого является Соловьев Василий, супругой Еленой Степановной. Большое спасибо за любезно предоставленные уникальные материалы. Ссылку на ее инстаграм-страницу оставлю в описании. Также в сюжете использованы материалы из свободного доступа интернет-ресурсов. Сегодня речь пойдет о поселке Сосыр, где прошли мои беззаботные школьные годы. В то время мой отец Слепцов Афанасий Спиридонович многие годы работал главным бухгалтером при процветающем совхозе «Искра». В память о нем и посвящается этот сюжет. Сосыр – это село в Момском районе Республики Саха-Якутия Улахан-Чистайского наслега. Расположено в правом берегу реки Момы в 450 километрах к юго-востоку от райцентра села Хану. Численность населения на 1 января 2010 года 713 человек. Основано село в 1940 году. Основные виды производства – это оленеводство, мясное табунное коневодство и пушной промысел. В селе есть дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждение здравоохранения и торговли. В Сосыре почти уже и нет чистокровных якутов. Давно все перемешались с эвенами и русскими, и даже в якутский язык, на котором говорят также и эвены, привнесено много слов из эвенского и русского. Сосыр как раз эвенский поселок, где как-то пытаются поддержать национальную самобытность, для чего в школе даже созданы эвенские классы. Село расположено на берегах реки Мома в Момском районе, в зоне резко континентального субарктического климата. В годы Великой Отечественной войны близ села был основан один из лагерей ГУЛАГа. Здесь политзаключенные добывали урановую руду. Природа Улахан-Чистая – это величественные горы, белоснежные хребты, низкие равнины, величавые реки и синие озера. Многочисленные и почитаемые удивительные природные объекты, многие из которых можно отнести к категории уникальных и великих. Заснеженные Момские горы хребта Черского, длина которого составляет около 250 километров, высота достигает 3003 метра. Это гора Победа. Высшая точка Бордавского высокогорного массива. На территории Улахан-Чистая еще одним уникальным местом является Балаган-Тас. Потухший вулкан в Момском районе Якутии находится на правобережье реки Момы в 10 километрах от реки близ Северного полярного круга на продолжении тектонического разлома. Высота над уровнем моря 993 метра. Форма вулкана шлаковый конус. Находится также на хребте Черского. Последнее извержение предположительно в 1775 году. Улахан-Тарын или Большая Момская наледь – крупнейшая речная наледь мира. И если для зон вечной мерзлоты речные наледи совсем не редкость, то Улахан-Тарын поражает именно своими размерами. В обширной Момо-Селенякской впадине, межгорной котловине между горами Момского хребта и хребта Черского лежит это ледовое поле, прорезанное в летнее время многочисленными протоками реки Момо.
В длину это поле простирается на 26 километров, в ширину доходит до 10 километров. Это чудо природы находится вдалеке от населенных пунктов. Добраться сюда можно, если подняться от поселка Хану около 170 километров на моторной лодке вверх по реке, или добраться с села Сосыр. А вот и Мраморная гора. Это массив многих гор, состоящих из мраморной породы. Длина горы 500 километров, ширина 10 километров. В Момском районе многие до сих пор живут традиционным хозяйством, оленеводством и коневодством. Для оленеводства свойственна высокая мобильность стада, которая связана с состоянием пастбищ и доступностью кормов. Олени пасутся в северной тайге. Каждое стадо окарауливает бригада или семья оленеводов, имеющих мобильное жилье или палатку. Основная задача оленеводов – защита животных от многочисленных хищников и своевременная смена пастбищных участков. Кочевание стад оленей проводится по заранее оговоренным маршрутам, как правило, постоянным в течение длительного времени. В лесной зоне олени могут летний-осенний период выпасаться вольно. Осенью все животные сгоняются в специальные загоны, коррали для просчета, маркировки молодняка, ветеринарных обработок и выбраковки отдельных особей. Оленей нередко применяются снегоходы. В период суровой зимы, когда температура опускается ниже 50 градусов мороза, оленеводы вынуждены жить вблизи своего стада, охраняя его от хищников. На постоянных оленеводческих базах построены дома из лиственниц. В ногу со временем есть и спутниковые антенны, и электричество. А на временных пристанищах брезентовая палатка, и живут в ней даже зимой. С печками, конечно, но это все равно сурово. Бураны – основное средство передвижения в этих местах. Снегоходы для оленеводов – необходимость, а не блажь. Проверка оленей, поездка за снаряжением и продуктами, охота на волков, заготовка льда и дров – все это делается на буранах. Старая советская техника ломается, чинится. Оленеводы здесь используют бураны советского типа с одной большой лыжней впереди. Они двухкатные и потребляют много топлива. Топливо для этих мест – серьезная проблема. В Сосыре, единственном населенном пункте поблизости, заправки не существует. Бензин привозят от случая к случаю. Население закупает его и переливает в огромные канистры, делает запасы, которых должно хватить до следующего раза. Вокруг плотный лес и высокие вершины хребта Чирского. Огромная цепочка гор, ведущая далеко на север. До ближайшего поселения национального села Сосыр около 50 километров или даже больше. В наше время кочуют в оленеводческих стадах со своими семьями, так же, как кочевали их предки на протяжении сотен лет. Этих северных оленей когда-то приручили их предки, они же сохраняют их традицию и пасут оленей так же, как это делали издревле. Для оленеводов самое важное – накормить оленей, а те едят мох, ягель и лишайники, поэтому оленеводы несколько раз в год кочуют, перегоняя оленей на новые пастбища. Когда пастбища бедные, олени худеют. Если корма много, то они поправляются. Мох и ягель растут очень медленно. Пастбище восстанавливается через много лет. Олени дают еду и служат транспортом.
Из оленьих шкур и камусов шьют одежду. Женщины-чумработницы большие мастерицы и обучают этому мастерству детей с малых лет. Из рогов добывают ценные целебные лекарства. Почти все части оленя оленеводу употребляют в пищу или используют в хозяйстве. Таежный быт тяжелый. Чтобы у вас была вода, нужно растопить лед, накрошить длинным якутским ножом огромные стеклообразные блоки, которые до этого нужно было заготовить и привезти сюда на снегоходах. Чтобы выжить в тайге в 50-градусный мороз, нужно тепло. Чтобы поддерживать в палатках тепло, без теплоизоляции, железными печками, нужно очень много дров. Сухостой приходится искать в нескольких километрах от базы. Деревья нужно еще распилить, привезти и заготовить.